9 мая – один из величайших дней во всем мире. День Победы – это праздник, важный для каждой семьи и каждого гражданина, любого человека и любой страны. Сложно найти того, кого бы ни коснулась эта ужасная война, унесшая жизни миллионов солдат и мирных граждан. Эту дату никогда не вычеркнут из истории, она останется навечно в календаре, в памяти и наших сердцах. Национальная библиотека Республики Коми совместно с нашими партнерами из национальных библиотек финно-угорских регионов Республики Мариэл, Мордовии и Югры подготовили для вас видеопроект «Подвигам славной твоей земляки», посвященный Великой Победе. Мы подготовили для вас видеопрочтение стихотворений и писем с фронта поэтов, которые участвовали в Великой Отечественной войне и защищали наши малые родины. Низкий поклон вам за мирное небо над головой. Мы помним, мы гордимся. Спасибо за победу! Ты помнишь, рядом мы стояли, вдали от родины своей, как горько дымом пахли дали, войной истерзанных полей. С тобой мы, юные солдаты, пройдя нелегкие пути, в руках держали автоматы, опять готовые пойти. В огонь навстречу пулям бьющим, под смертный грохот батарей, чтоб утвердился мир грядущий, настал победы час скорей. Но вот, комбат наш задыхаясь, друзья, конец войне, и сразу дали раздвигаясь, нам показались в тишине такими светлыми, как будто на небе 100 светил зажглось, и поле залпами салютов в одно мгновение взорвалось. Николай Иванович Казаков, выдающийся марийский поэт, прозаик, журналист, редактор, переводчик. Первый народный поэт Марийской ССР, участник Великой Отечественной войны. Мы прочитаем стихотворение на марийском языке, написанный в 1945 году, 9 мая. Тек чапланыжы, Николай Казаков, Марий Калакан икен уста поэтши. Шапланен налидалык юлалшы война. Кюршталчы душман йолимаки камвозын, тачы первый гана пушка-шамыч канат, тыныски чадак мланды омышко возын. Тӱзлана илышна, эше чаплын, умен, калыкнан паша кумыл шарла, утыр шолын. Йолташем, шӱмбелем, кугу сар тул чарнен, калыкем, шӱмбелем, тыныс жап угыч толын. Куанен, чот канен, пӱтынь мланде шӱла, кӱдырчан йӱр каймек, лиеш ямле тыгане. Шергакан калыкем, тый тӱня ончылан шогалат, патыр чапым нумал ойыпаным. Пеледеш, пеледеш эрыкан мландына, эше сылнын, куатлын, мотор кече дене. Тек чапланыже сеҥыше калык ешна, тек чапланыже патыр советский айдеме. Серафим Попов, коми-поэт, участник Великой Отечественной войны. Отрывок из баллады о вечном огне. Этот вечный огонь в память павших зажжен. Как торжественно ярок, значителен он. В этой ласковой тьме, в этой южной ночи, вспомни прошлые дни, помечтай, помолчи. Ночь тиха и черна, как воронье крыло. Только что это болью по сердцу прошло. Мрак был плотен и густ, но укрыть он не мог силуэт человека, лишенного ног, что возник словно сон из ночной глубины, как живое видение, как эхо войны. Раны крепко болят, понапрасну не тронь, но как в сердце бессмертен наш вечный огонь. 24 января
1945 года. Дорогой и милый мой сыночек Миклай, шлем тебе огромный горячий привет из сердец матери и бабушки. В первых строках письма сообщаю, что твое письмо с фронта, написанное 28 декабря 1944 года, получили. Письмо пришло в крещение. Открыли и прочитали в присутствии родных и близких Натальи, Геннадия. Сына Степана не было. У всех вышли слезы. Праздник отметили в кругу семьи, испекла свежий хлеб в печи, приготовила разную еду. В душе было неспокойно, ведь рядом присутствовали не все мои дети. Всех раскидала проклятая война. Но ничего не поделаешь. На днях съезжу в Йошкар-Олу к брату Степану, отвезу немного разного кушанья, от души поговорим, и моя материнская душа чуть-чуть да успокоится. Увидеться бы хоть раз, поговорить с тобою. Беря в руки твой портрет, горькими слезами плачу и говорю с тобой, успокаивая свое сердце. Как перелетная птица, смахнув крылом, полетела бы через города и села к тебе, но невозможно совершить такое. Все в Божьих руках. Желаю крепкого здоровья. Желаю скорейшего уничтожения врага. С победой будем ждать твоего возвращения в отчий дом. Письмо матери Макову Николаю Трифоновичу, уроженцу деревни Лупсала Куженерского района Марийской АССР. Блюхин Павел Семенович о той войне. Солдаты, победившие войну, блокадники и труженики тыла, вам не понять порою ту страну, которая вас в старости забыла. Вы не привыкли хныкать у дверей, и для себя просить вы не привыкли. На фронте было в 100 раз больней, но победили, выжили, не сникли. Рассудит время, кто был виноват, но я хочу, чтоб не была забыта в той суете и прагматизме быта судьба солдат, прошедших этот ад. Письмо Игнатьева Алексея Митрофановича, который родился в 1915 году в деревне Лайсала Рангинского района Марийской ССР. Сейчас я живу очень трудно. Вместе со мной Усов Яков, наш земляк из Куберсалы. Прошел 10-дневные курсы, а теперь сам обучаю других пулеметному делу. Мне прикрепили 12 человек. Начал обучение 2 мая. Живем в блиндаже посреди широкого поля. Сейчас здесь идут сильные дожди, дуют страшные ветры. Прошло около 3 недель, как расстались с Иваном Красновым. Я один сейчас из Кузьмаринской стороны. Иногда даже нет времени покушать. 2-3 суток лежим в поле. Чаще всего занятия проводим ночью. Проводить их днем очень опасно. Свистят пули, как соловьи. Получим скоро все обмундирование, даже шинель. Немножко холодно. Меня, наверное, сейчас не узнаешь. Из своей одежды ничего не осталось. Все забрали 1 мая. Любимая, очень хочется увидеться с тобою. Хоть раз. Пиши хоть письмо, прочту его. Почувствую, будто поговорил с тобою. Пишу письмо из города Белово Тульской области. Мы теперь на фронте, начинаются большие наступления. Все документы сдали в штаб. Много писать не буду, нет времени. Подруга, живи хорошо. Просвистел свою любимую песню, и прослезились глаза. Один раз поплачу и на боевые действия. Твой любимый Алексей. 1942 год, 5 мая. Спасибо деду за победу, за все военные года, за то, что он за нашу землю вот такой смелый шел всегда, за то, что годы молодые не пожалел потерять, за то, что родину не втрогнув, ушел мальчишка защищать, за то, что не было там трусов среди друзей однополчан, узбеков, русских, белорусов, грузин, татар и молдаван, за то, что грудь свою подставил под пули, бомбы и штыки, освобождая нашу землю, деревни, села, городки,
за то, что плакал, как мальчишка, когда друзей нам хранил, за то, что память о погибших в душе и сердце сохранил, за то, что мы живем на свете без взрывов, бомб и без стрельбы, за счастье жить, как вольный ветер, не зная ужасов войны. Спасибо деду за победу от всех российских матерей, за то, что он во имя мира с собой закрыл чужих детей.